Добрый день. Я руководитель Коми регионального общественного учреждения по защите прав потребителей «Доверие». Меня зовут Наряп Роман Игоревич, и сегодня мы продолжим изучение такой области, как защита прав потребителей, и непосредственно коснемся того, как процессуальные документы должны выглядеть на практике. Мы уже неоднократно касались досудебного регулирования спора, рассказывали о том, как должна выглядеть претензия либо заявление. Сегодня же мы это увидим на готовых документах. Кроме этого, мы увидим, как должны составляться исковые заявления, а также как выглядит решение суда по данным делам. Начнем мы сегодня с досудебного регулирования спора, а именно с заявлений с претензий. Сейчас мы видим заявление в страховую компанию. Заявление связано с необходимостью расторжения договора страхования в течение периода охлаждения, то есть в течение 14-дневного срока с момента заключения данного договора. Здесь хочу обратить внимание на то, что указано два адреса контрагента, то есть лица, которому мы направляем данное заявление. Это связано с тем, что в договоре, заключенном помимо юридического адреса, также был указан почтовый адрес. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем, связанных непосредственно с доводами контрагента о ненадлежащем направлении заявления, не получении его, мы в данном случае направляем заявление в оба адреса. Здесь следует отметить, что указываем фамилию, имя, отчество заявителя, указываем адрес места жительства. Соответственно, в заявлении мы излагаем обстоятельства, то есть в данном случае эти обстоятельства связаны с заключением договора страхования, указываем его номер, указываем сумму, оплаченную по данному договору, ну и указываем определенные обстоятельства, которые имеют значение для данного дела. То есть в данном случае к этим обстоятельствам относится тот факт, что клиент получил договор страхования только 3 декабря 2021 года, тогда как денежные средства были оплачены им 30 ноября 2021 года, а дата заключения договора страхования была указана 22 ноября 2021 года. Это, опять же, со стороны контрагента делается для того, чтобы клиент не смог в установленное законом время направить заявление о расторжении договора страхования. То есть это не совсем корректный метод, но он также встречается. Далее мы ссылаемся на правила добровольного страхования именно у данной организации, да, которая у нас позволяет в течение 14 календарных дней направить заявление о расторжении договора страхования. Поскольку здесь есть нюанс с датами, мы дополнительно сообщаем положение о течении срока, да, закрепленное гражданским законодательством, чтобы уже на стадии досудебного урегулирования нас контрагенты понимали невозможность отказа в удовлетворении требований на основании пропуска срока подачи заявления. Ну и, соответственно, самое важное, что необходимо соблюсти в любой претензии, это наши требования. То есть мы заявляем требования как о расторжении договора страхования, что, собственно, необходимо, так и возврате денежных средств. К заявлению также у нас прилагается непосредственно копия полиса, который был получен, и реквизиты для перечисления денежных средств. То есть куда следует нам эти деньги перечислять. Также не забываем, что любое заявление должно быть подписано, поэтому подпись, расшифровка, также дата, направление подписания, они здесь также указаны. Это был договор страхования. Сейчас мы коснемся претензий по договору купли-продажи бытовой техники. Опять же, указываем, кому данное заявление направляется, от кого,
То есть это наши ФИО, контактные данные и излагаем обстоятельства. То есть в данном случае мы видим, что недостаток возник у газового водонагревателя. Мы указываем, какого числа он был приобретен, какой модели, и прописываем гарантийный срок, который был установлен заводом-изготовителем. В данном случае это 2 года. Далее мы ссылаемся на обстоятельства, которые непосредственно имеют значение для выявления недостатка. То есть мы указываем, что в процессе эксплуатации был выявлен недостаток, указываем, какой именно недостаток был выявлен. Далее идет ссылка на статью 4 Закона о защите прав потребителей. Это общая норма, ее можно и не указывать, в принципе. Далее ссылка на статью 18 Закона о защите прав потребителей, которая нам позволяет потребовать замены товара ненадлежащего качества. Поскольку зачастую возникают вопросы, относится ли товар к технически сложным товарам, либо не относится, мы прописываем и тот факт, что данный товар к технически сложным не относится, делаем ссылку на соответствующее постановление правительства. После чего указываем на требования 21 статьи, которая определяет замену товара. То есть замена товара производится в течение 7 дней со дня предъявления требования. Поскольку статья 21 содержит несколько сроков для замены, это 7-дневный срок, 20-дневный срок, 30-дневный срок в отдельных случаях, для того, чтобы продавец не тянул с возвратом, мы делаем ссылку на то, что товар у продавца имеется в наличии, доступен к заказу. То есть, опять же, в данном случае продавец не сможет сослаться на тот факт, что необходима была доставка аналогичного товара в магазин, поскольку он есть в наличии. И еще один момент, связанный со статьей 18, именно пункт 7 этой статьи, он связан с доставкой товара ненадлежащего качества. То есть мы помним, что если товар ненадлежащего качества весит более 5 килограммов, то доставка его осуществляется силами и за счет продавца. То есть поскольку у нас клиент не желает самостоятельно сдавать товар в магазин, мы ссылаемся на пункт 7 статьи 18, указываем на то, что вес товара составляет 8,11 килограмма. Эти данные мы можем найти в технической документации, в связи с чем требуем, чтобы продавец своими силами осуществил данную доставку. То есть забрал товар у клиента для проведения проверки качества и дальнейшей замены. Ну и, соответственно, вот опять же важная часть, наиболее важная в наших заявлениях, это то, что мы просим у продавца. То есть первое — это произвести замену в течение 7 дней, поскольку, как мы уже выяснили, обстоятельства у нас для увеличения срока отсутствуют. Опять же, в случае проведения дополнительной проверки качества, да, это опять же связано со сроками замены, просим сообщить и обосновать необходимость данной проверки, и при том, что также выражаем желание участвовать в ее проведении. Эти обстоятельства также имеют значение для того, чтобы обмен был выполнен в течение 7-дневного срока, потому что продавец, ну, скорее всего, не захочет связываться с увеличением сроков для дополнительной проверки, потому что от него это потребует дополнительной мотивировки, приглашения вас для участия в этой проверке качества, то есть лишние движения, которые у нас продавцу зачастую не нужны. Ну и последнее, согласовать дату и время осуществления доставки товара. То есть, да, это то, о чем мы говорили, чтобы у нас не покупатель вез товар в магазин
своими силами, а непосредственно продавец осуществил доставку. Опять же, приложение к нашей претензии, копия кассового чека, она у нас подтверждает как сам факт покупки, так и дату покупки, что имеет значение для гарантийного срока. Копия листа предложения, но это техническая документация, которая давалась вместе с товаром при покупке. И скриншот страницы интернет-магазина, подтверждающий наличие товара. То есть перед тем, как подавать претензию, мы заходим на сайт данного магазина, видим, что указанный товар есть в наличии. В некоторых магазинах есть возможность даже увидеть количество товара в наличии. Делаем скриншот страницы, прилагаем его к претензии, чтобы в дальнейшем продавец, опять же, как я уже говорил, не мог сослаться на то, что товара в наличии не было, необходимо было дождаться его доставки. Ну и, соответственно, дата и подпись. Следующую претензию, которую мы коснемся, это претензия также из договора купли-продажи, которая наиболее актуальна в последнее время, потому что сейчас в связи с нестабильностью курса валюты наблюдается ситуация, когда интернет-заказы, уже даже оплаченные в том числе, магазинами произвольно отменяются, потому что стоимость товара увеличилась. И, к сожалению, продавцы возлагают свои будущие издержки на покупателей. То есть в данном случае мы видим наименование магазина, указываем фамилию, имя, отчество, контактные данные, то есть это адрес и телефон. Да, ну вот, опять же, здесь обращу внимание, если предыдущие претензии были озаглавлены как заявление, здесь у нас идет в шапочке надпись «Претензия». Повторюсь, неважно, как вы поименуете составленный вами документ, будь то это уведомление, заявление, претензия, важно именно содержание. Вот то, что написано в заголовке, оно как такового значения не имеет. Эти понятия, по большому счету, равнозначны. Здесь, как обычно, в самом начале мы указываем обстоятельства заказа, покупки, то есть то, с чего начиналось наше взаимодействие с магазином. То есть в данном случае мы видим дату. Между клиентом и магазином был заключен договор купли-продажи. Указываем на то, какие товары были заказаны, наименование полное, их стоимость. Поскольку интернет-заказ был осуществлялся, то, соответственно, делаем ссылку на то, что это размещение заказа осуществлялось в сети интернет. Указываем сайт магазина и указываем номер заказа. Эти тоже обстоятельства важные, которые нельзя упускать из виду. Ну, соответственно, указываем то, что товар был в наличии, дата доставки была установлена, оплата произведена в полном объеме. Далее мы касаемся обстоятельств отмены заказа. То есть, опять же, дата, излагаем обстоятельства, то есть в данном случае на адрес электронной почты было направлено оповещение о снятии заказа. При этом обращаю внимание, что оповещение пришло в части отмены заказа не на весь объем покупки, а только на его часть. То есть в данном случае это моторное масло было отменено. Поскольку клиент связывался с магазином по телефону, делаем ссылку на то, что был телефонный разговор. То есть, опять же, если его не было, никто не пытался до направления претензии каким-то образом связаться с магазином, в этом тоже нет ничего страшного. Если связывались, но не указали в претензии, тоже большого значения не имеет, поскольку нам в претензии необходимо указать лишь самые важные, самые основные обстоятельства. Далее мы указываем, что на сайте магазина в указанную дату товар имеется в наличии. Указываем, что
стоимость товара уже поменялась. Ну, в связи с чем мы можем для себя сделать вывод, что на самом-то деле основания и обстоятельства отмены заказа связаны никак не с отсутствием товара у поставщика, на что ссылался магазин, а на то, что именно за счет потребителя магазин решил э, издержки свои сократить. Далее, поскольку здесь идет нюанс, связанный с общими нормами Гражданского кодекса, да, то есть мы делаем ссылки на 310 статью, недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. То есть, да, не всегда мы в своих заявлениях, в претензиях, в исковых заявлениях в том числе руководствуемся только законом о защите прав потребителей, потому что закон о защите прав потребителей – это специальный закон к конкретным отношениям. Вместе с тем есть общие нормы, ну, как вот, допустим, 310 статья Гражданского кодекса, которая у нас в целом устанавливает невозможность одностороннего отказа от исполнения обязательств. Далее ссылки на также Гражданский кодекс в части договора купли-продажи. Ссылка на правила продажи товаров, которые установлены постановлением правительства. Эти правила также тесно связаны с законом о защите прав потребителей, поскольку они были приняты именно для уточнения некоторых моментов, связанных с исполнением закона о защите прав потребителей. Вот здесь нам это необходимо для того, чтобы уведомить продавца в том, что договор купли-продажи считается заключенным с момента выдачи потребителя документа, подтверждающего оплату товара, либо с получением продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар. То есть с того момента, когда мы оплатили товар, либо не оплачивая, разместили заказ посредством сайта продавца в сети интернет, и он получил это сообщение, договор купли-продажи считается заключенным. Делаем вывод о том, что односторонний отказ продавца от исполнения обязательств является незаконным. Но и, опять же, самое основное, то есть наше требование к продавцу, в данном случае мы просим надлежащим образом исполнить взятые на себя обязательства по продаже товара и в срок до 9 марта, опять же, устанавливаем срок. В данном случае это имеет значение, потому что в ином случае у нас срок исполнения обязательств повис бы в воздухе, то есть для того, чтобы исполнить его надлежащим образом продавцу, нам, скорее всего, бы потребовалось отдельно направлять еще одно требование, ну, что не совсем оптимально с точки зрения потребителя. Опять же, да, почему взялся этот срок 9 марта? Он связан с тем, что мы увидели на сайте поставщика, на сайте нашего магазина. То, что мы обратились к сайту и увидели, что товар к заказу доступен, срок доставки товара указан именно 9 марта. То есть для того, чтобы не злоупотреблять, опять же, своим правом, мы даем возможность продавцу надлежащим образом исполнить обязательства именно с теми сроками доставки, с которыми продавец сам готов их исполнить. Ну и, соответственно, указываем на стоимость товара, по которой мы желаем приобрести товар, то есть это та стоимость, за которую мы изначально его покупали, что мы изначально оплачивали на сайте. Предложение – это копия квитанции об оплате заказа, да, подтверждающая состав заказа, подтверждающая стоимость заказа, подтверждающая то, что мы его действительно оплатили. И снимок экрана от 2 марта 2022 года, то есть от даты, когда мы эту претензию составляли и подавали, снимки экрана, которые подтверждают, что указанный товар имеется в наличии у магазина.
Далее мы коснемся уже договора на оказание услуг. В данном случае это медицинские услуги, услуги стоматологии. Очень непростая область, как я уже говорил, у нас медицинские услуги, они всегда вызывают дополнительные сложности. Опять же, указываем, в чей адрес мы направляем претензию. Ну, опять же, здесь можно коснуться того, что в каких-то заявлениях, претензиях указано только наименование контрагента, в каких-то указан еще и его адрес. Нужно ли указывать адрес, с чем это связано? Опять же, адрес указывать не обязательно. Для себя и для облегчения, опять же, задачи подачи претензий своим клиентам у меня есть простое правило. То есть, если мы данную претензию хотим направить по почте, то адрес контрагента мы указываем. Это проще нам самим, это проще клиентам. Когда мы заполняем конверты, у нас нет необходимости где-то дополнительно искать адрес, кому мы направляем претензию этой организации. Мы этот адрес видим в шапочке нашей претензии. Опять же, если мы претензию хотим подать лично, то обычно адрес не указываю, потому что в этом нет необходимости. Что клиент у нас знает, где он оплачивал услуги, получал их, заключал договор купли-продажи. То есть здесь достаточно наименования. То есть, опять же, будете вы указывать адрес, не будете вы его указывать, в этом ошибки не будет. Но вместе с тем хочу коснуться того, что если вы не заполните данные лица, который подает претензию, то есть это может быть ваши данные, данные лица, для которого вы эту претензию составляете, вот здесь могут возникнуть сложности. Как минимум фамилия, имя, отчество и адрес места жительства, либо почтовый адрес должны быть указаны, потому что контрагент должен иметь возможность определить, кто ему направляет претензию и на какой адрес, куда направлять соответствующий ответ. Телефон указывать не обязательно, но зачастую для оперативной связи, особенно когда есть надежда на то, что контрагент решит вопрос в досудебном порядке, для того, чтобы облегчить коммуникацию, мы этот телефон указываем. Опять же, обстоятельства заключения договора, то есть дата, между кем он заключен, какой договор, что является предметом договора, стоимость, которая у нас составила по договору, ну и ссылка на то, что денежные средства мы в полном объеме оплатили. Вот далее здесь есть опять же свой нюанс, поскольку мы периодически сталкиваемся с ситуациями, когда помимо заключенного договора в нем есть ссылки на приложение к нему. Это может быть одно приложение, может быть их два. В данном случае мы видим, что целых 5 приложений к договору у нас имеет место быть. Так вот, бывают ситуации, когда мы договор подписали, свой экземпляр договора получили, и по невнимательности, либо по каким-то иным обстоятельствам приложение к указанному договору у нас отсутствует. Этот вопрос иногда является принципиальным, иногда чем-то важным это не является, но нюанс может выйти на стадии подачи уже иска в суд, когда суд у нас потребует в полном объеме представить документы. То есть не просто договор, а в том числе приложение к нему. А у нас непосредственно этих документов не было и нет. То есть в этом случае, конечно, суд будет оставлять иск без движения, установит срок для устранения недостатков. И уже
В этом случае уже тогда бесполезно бежать к своему контрагенту, пытаться получить необходимые документы, потому что в большинстве своем вам в этом откажут, ссылаясь на то, что вы все подписи поставили о том, что получили полный пакет документов. Поэтому в таких ситуациях лучше уже на стадии досудебного урегулирования спора себя в какой-то степени обезопасить, сделать отсылку на то, что вы не в полном объеме получили весь пакет документов при заключении договора. Это пригодится как в плане и подачи иска, так и в плане дальнейшей судебной защиты, когда вы можете ссылаться на данные обстоятельства. Здесь, опять же, хочу напомнить, что далеко не всегда у нас направление претензий, заявления связано с попыткой именно в досудебном порядке решить спор. Зачастую у нас это заявление необходимо для того, чтобы подготовить почву, подготовить определенную базу для судебной защиты. Поэтому здесь, помимо фиксации определенных обстоятельств, связанных с выявлением недостатка, с подачей заявления в досудебном порядке, фиксацией даты начала требования неустойки, мы также можем зафиксировать иные обстоятельства, которые нам в дальнейшем пригодятся. То есть в данном случае мы указываем на то, что не все документы нам были переданы со стороны контрагента. И здесь же, поскольку имеет место непредоставление предложений с 1 по 5, мы делаем ссылку на 10 статью Закона о защите прав потребителей, которая непосредственно регламентирует в том числе и эти обстоятельства, в данном случае в части своевременного получения полной и достоверной информации потребителям относительно всех необходимых обстоятельств, связанных с получением услуги, оказанием услуги. То есть, да, мы делаем ссылку на то, что в связи с тем, что предложения у нас отсутствовали при подписании договора, не все необходимые сведения были доведены до потребителя. Далее мы указываем на обстоятельства, связанные непосредственно с выявлением недостатка. То есть в данном случае мы указываем дату получения медицинской помощи, указываем на то, что непосредственно установка имплантата произошла неудачно, видимо, с отступлением от требований по качеству. Поскольку было еще одно обращение в рамках данного договора, мы делаем ссылку на то, что в очередную дату было еще одно обращение, была повторная установка. И также указываем, что она успехом не увенчалась. Далее, поскольку помощь все так же в рамках этого договора оказывалась, мы указываем и на эти обстоятельства. После чего переходим к непосредственно нашей нормативке. В данном случае это 29 статья Закона о защите прав потребителей. Да. То есть та статья, которая нам позволяет отказаться от исполнения договора, от выполнения работы, оказания услуг в случае выявления существенных недостатков выполненной работы. Ссылка на преамбулу Закона о защите прав потребителей, которая указывает, что такое существенный недостаток. Да, это вопросы мы уже касались. Да, к существенным у нас недостаткам относятся неустранимые недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат по времени, или выявляются неоднократно, либо же проявляются вновь после его устранения.
В данном случае, поскольку были неоднократные попытки оказания медицинской помощи, которые успехом не увенчались, имплантант не был установлен под признак существенности, мы подводим именно неоднократную установку его, которая успехом не увенчалась. Ну, о чем делаем соответствующий вывод. Ну и в заключение мы просим возвратить денежные средства, уплаченные по договору. Поскольку, опять же, мы фиксировали отсутствие приложения к договору и подразумевали, что решение данного вопроса в досудебном порядке не получится, мы требуем направления в адрес клиента копий приложений с 1 по 5, которые, как мы уже говорили, не были представлены. Ну и, соответственно, такой третий пункт, он не обязателен, но по желанию вашему, по желанию клиента его можно указывать, да, то есть о принятом решении известить лично, направив ответ посредством почтовой связи по вышеуказанному адресу. Не забываем указывать подпись, расшифровку, ну, по желанию дату направления претензии. Далее коснемся еще одной претензии. Она связана с отдельной областью строительства домов, договоров долевого участия, которая также относится к категории дел о защите прав потребителей. Точно так же, как в предыдущих заявлениях, претензиях, мы указываем, кому направляем, указываем, от кого направлены контактные данные, указываем обстоятельства заключения договора, то есть каким образом он был заключен. Ну, поскольку здесь имеет место уступка права требования, ссылаемся на определенные нормы Гражданского кодекса. Если договор заключен напрямую с контрагентом, то понятно, что вот этого всего здесь не будет. Здесь будет просто обстоятельство того, что такого-то числа был заключен договор между теми-то лицами. Поскольку у нас договор долевого участия, имеет место необходимость указания даты подписания акта приема и передачи. И далее мы непосредственно уже ссылаемся на тот недостаток, который выявили. К недостатку в данном случае мы относим шум от газовой котельной, которая примыкает к стене дома. Опять же, это не самая распространенная ситуация. Зачастую по договорам долевого участия мы к недостаткам относим недостатки строительные, в зависимости от того, какую отделку застройщик выполнял. То есть это может быть отклонение уровня стен, пола, какие-либо недостатки связаны с монтажом ПВХ-конструкций, то есть пластиковых окон, с установкой входной двери, с установкой коммуникаций. То есть тот факт, что здесь у нас идет ссылка на шум, ну, это конкретная ситуация, конкретные обстоятельства. На самом деле здесь могут быть указаны любые обстоятельства, связанные именно с ненадлежащим качеством. В данном случае у нас клиент в рамках именно досудебной подготовки обратилась в экспертную организацию, установили, что шум имеет место быть. Делаем ссылку на экспертное заключение, которое было получено. И уже касаемся, опять же, 29 статьи. То есть, поскольку у нас договор
выполнения работ, оказания услуг, договор строительства дома долевого участия. Мы в данном случае, исходя опять же из объема недостатков, в данном случае мы требуем безвозмездного устранения недостатков выполненной работы. То есть в данном случае требование состоит в том, чтобы устранить нарушение путем приведения в соответствие шумоизоляции дома либо квартиры. Ну, то есть, чтобы у нас контрагент произвел работы по выполнению дополнительной шумоизоляции, дабы избежать шума в жилых комнатах. Далее, поскольку у нас клиент обращался в экспертное учреждение, заказывал проведение экспертизы, которая, опять же, не бесплатно стоила денег, мы заявляем требование о выплате указанной суммы денег за экспертное заключение в качестве убытков. Ну и опять же ссылаемся в данном случае еще и на 15-ю статью Закона о защите прав потребителей. В данном случае это та статья, которая позволяет требовать компенсации морального вреда. Что касается взыскания морального вреда по делам о защите прав потребителей, здесь не требуется представление каких-либо дополнительных доказательств, связанных именно с тем, что лицо переживало, волновалось, имело определенные страдания. Ну, то есть все то, в чем выражается причинение морального вреда лицу. Здесь достаточно факта установления вины ответчика, вины нашего контрагента, то есть либо оказание услуг ненадлежащего качества, выполнение работ ненадлежащего качества. Даже в договорах купли-продажи, если мы имеем товар с недостатком, то сама по себе продажа товара ненадлежащего качества, то есть товара, который имеет недостаток, она также позволяет нам требовать у контрагента выплаты компенсации морального вреда. Определили сумму компенсации морального вреда, которую мы требуем у контрагента. Ну и, соответственно, заявляем требования. Требования в части устранения недостатков, требования в части выплаты убытков в виде расходов на проведение экспертизы, указываем сумму, и требования в части выплаты компенсации морального вреда, в указанной сумме. Здесь прилагаем экспертные документы, то есть заключение эксперта, протокол измерения шума и копии документов, подтверждающих стоимость проведенной экспертизы. Ну и опять же не забываем про подписание заявления. С претензиями мы практически закончили. У нас осталась одна претензия, после чего мы перейдем к рассмотрению непосредственно исков, которые мы подаем в суд. Почему я сейчас остановился на примере претензий и иска по одному и тому же делу, хочу показать, насколько они отличаются и насколько хорошо написанная претензия может быть в дальнейшем полезна и для составления иска в суд. В данном случае мы столкнулись с установкой изготовлением окон ненадлежащего качества. Указываем данные контрагента, указываем данные клиента, указываем обстоятельства заключения договора, то есть дата, номер договора, предмет договора, то есть изготовление и монтаж оконных конструкций, адрес, где это все будет осуществляться. Указываем стоимость работ по договору, указываем то, каким образом она оплачивалась, то есть в данном случае оплата была в двух частях.
50% в день подписания договора, 50% при подписании акта выполненных работ. Указываем способ внесения оплаты. То есть наличными денежными средствами. И поскольку чек на вторую сумму на 16,5 тысяч не был клиенту выдан, мы ссылаемся на то, что в акте выполненных работ сделана отметка о получении от клиента денег. Указываем гарантийный срок, который у нас установлен контрагентом, который составляет 5 лет. Здесь указываем определенные обстоятельства, которые имели место быть при установке. То есть, поскольку в данном случае при установке окна была частично не убрана монтажная пена, которая не должно быть видно, а клиент подписал акт приема передачи без устранения данного недостатка, для того, чтобы в дальнейшем у нас контрагент не ссылался на то, что у нас клиент согласилась с данным внешним видом окна, мы указываем именно о том, что работники исполнителя сообщили о необходимости устранения данного недостатка позднее, когда, опять же, монтажная пена усядется, затвердеет, после чего возможно будет ее устранить. Ссылаемся на то, что недостатки устранены не были. И далее ссылаемся на те недостатки, которые мы уже фактически увидели при эксплуатации. Да, поскольку это ПВХ-конструкции, пластиковое окно, здесь классический недостаток – это продувание окна, примерзание окна. Это тот недостаток, который зачастую мы непосредственно после установки выявить не сможем. Опять же, как мы видим, 2 апреля был заключен договор, 19 июля работы были выполнены. В летний период при плюсовых температурах мы никак не можем обнаружить эти недостатки, поэтому они были выявлены уже в дальнейшем, поздней осенью при эксплуатации. Далее ссылаемся на то, с чем связаны данные недостатки. То есть полагаем, что эти недостатки были связаны именно с ненадлежащим осуществлением замеров и дальнейшим изготовлением окна с отступлением от размеров для оконного проема. Ссылку на 29 статью Закона о защите прав потребителей. То есть основания для отказа от исполнения договора на выполнение работ, как выявление существенных недостатков. Опять же, ссылка на преамбулу Закона о защите прав потребителей, что же у нас является существенными недостатками. И наши заявленные требования, то есть возврат денежных средств и направление ответа посредством почтовой связи. Дата, подпись, расшифровка. То есть, стандартная претензия по данным обстоятельствам. Сейчас же мы коснемся иска по этим же обстоятельствам, по этому же делу. Сначала все-таки коснусь содержания, что изменилось, а потом уже начнем рассматривать определенные нюансы непосредственно данного иска. То есть, как мы видим, у нас обстоятельства заключения договора, гарантийного срока, выявления недостатков, перечни недостатков остались аналогичными. То есть фактически вот мы видим, что 4 абзаца, они изменений не претерпели, они
те же самые, которые были зафиксированы в претензии. Что касается выявленных недостатков, в данном случае, поскольку перед подачей иска мы выходили на осмотр этого окна, то более подробно описали выявленные недостатки, то есть, составили фототаблицу с фиксацией всех недостатков, для того, чтобы суду было нагляднее убедиться в том, что недостатки действительно имеют место. Опять же, причины выявления недостатков, которые мы полагаем, то есть они остались те же самые, которые были указаны в претензии. Далее добавляем то, что мы претензию, которую до этого рассматривали, направили в адрес ответчика. Ну и указываем то, что ответа на претензию у нас клиент не получила. Ссылка на те же самые нормы — это 29 статья Закона о защите прав потребителей, преамбула Закона о защите прав потребителей относительно недостатка и наших требований. Обстоятельства на то, что почему же у нас недостатки являются существенными, да, чуть добавили по сравнению с тем, что было в претензии. И здесь, поскольку это уже иск, поскольку мы помимо расторжения договора и взыскания денег, уплаченных за установку окна, требуем еще и иные суммы. В данном случае мы требуем неустойку, то есть мотивировка неустойки через 31-28 статьи Закона о защите прав потребителей. То есть данное требование стало возможным в связи с тем, что мы направили претензию контрагенту, и в 10-дневный срок мы на нее ни ответа не получили, ни удовлетворения требований. Делаем расчет неустойки. Для наглядности расчет неустойки делаем в таблице, то есть фиксируем дату направления претензии, указываем стоимость договора, рассчитываем период просрочки, то есть 10 дней отсчитываем от даты направления заявления, и с 11 дня, в данном случае по день подачи иска, мы рассчитываем количество дней. 28 дней. Отмечаем, что неустойка составляет 3%, потому что это договор выполнения работ, оказания услуг. Ну и, соответственно, фиксируем сумму неустойки на день подачи иска. Касаемся статьи 15 Закона о защите прав потребителей, это взыскание компенсации морального вреда, то есть ссылка на саму статью 15, и непосредственно указываем, почему же мы просим заявленную сумму в качестве данной компенсации, то есть исходим из характера и объема причиненных нравственных переживаний, степени вины ответчика, периода просрочки, неисполнения возложенных на себя гарантийных обязательств. Ну и поскольку это окно в жилой комнате, мы делаем также ссылку на длительное проживание истца в данной комнате с окном ненадлежащего качества, да, вследствие чего образуются сквозняки, создается в целом некомфортная температура в комнате для проживания. Поскольку в данном случае была направлена претензия, то клиент понес расходы на оплату услуг по ее составлению. То есть, опять же, делаем ссылку на 29 статью Закона о защите прав потребителей, то есть та статья, согласно которой потребитель вправе потребовать возмещения убытков, которые непосредственно связаны с исполнением работ ненадлежащего качества. В данном случае мы к убыткам относим стоимость юридических услуг в части составления претензии. То есть указываем на обстоятельства, указываем на стоимость составления претензии,
указываем на документы, которыми внесение расходов подтверждается. Далее, поскольку у нас в досудебном порядке урегулировать спор не представилось возможным, мы также требуем взыскать сумму штрафа с ответчика в соответствии с статьей 13 Закона о защите прав потребителей. Да, это сумма штрафа, которая составляет половину от всей взысканной суммы. Ну и, соответственно, заявляем требования. Это требование расторжения договора, взыскание денежных средств, уплаченных по договору, взыскание неустойки за нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя. Опять же, поскольку неустойка у нас может быть рассчитана до момента исполнения обязательств, мы ее в иске не фиксируем определенной суммой. Мы заявляем требование взыскания неустойки, рассчитанной на день вынесения решения судом. То есть, поскольку мы, опять же, не можем предполагать, какого числа состоится решение суда, это может непосредственно знать только суд, уже в день вынесения решения суда суд в соответствии с заявленным требованием самостоятельно рассчитывает сумму неустойки, которая подлежит взысканию. Также заявляем требования взыскания и компенсации морального вреда, взыскание убытков за составление претензии и взыскание штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Указываем перечень документов. Какие нюансы здесь у нас есть? Ну, поскольку это уже иск в суд, мы указываем тот суд, в который направляем исковое заявление. То есть, если у нас цена иска составляет не более 100 тысяч рублей, здесь обращу внимание, поскольку это дела о защите прав потребителей, здесь есть своя специфика, вот даже в данной части, поскольку стоимость до 100 тысяч рублей, эти дела подсудны мировому суду. Если стоимость, цена иска превышает 100 тысяч, это уже будет подсудность городских судов, районных судов. В данном случае определяем подсудность по месту жительства истца. То есть подсудность — это то, куда мы иск направляем, в какой же суд мы должны направить иск, чтобы его рассмотрели. Ну, исходя из адреса проживания истца, мы выбрали именно Морозовский судебный участок города Сыктывкара. Поскольку, опять же, эта категория дел имеет свою специфику, это дела о защите прав потребителей, здесь возможна альтернативная подсудность. По общему правилу, все у нас дела рассматриваются по месту нахождения ответчика. Но поскольку это защита прав потребителей, мы вправе также направить это дело и в суд по месту жительства истца, то есть по месту жительства потребителя. То есть зачастую это дает нам дополнительное преимущество. То есть поскольку, если бы мы исходили из общих правил подсудности, мы видим, что у нас ответчик находится в Ухте, мы должны были подавать иск в мировым судам города Ухта. Ну, это неудобно, опять же, не нашему клиенту, да, потому что все-таки ездить в соседний город, который расположен не так близко, неудобно. Ну, точно так же и для нас. Поэтому пользуемся альтернативной подсудностью, направляем именно иск в мировом суде Морозовского судебного участка Сыктывкара. Указываем фамилию, имя, отчество истца,
дату рождения, место рождения. Это также необходимо именно для подачи иска в суд. С осени 2019 года были внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс именно в части 131 и 132 статей ГПК, которые касаются оформления исков. Также указываем паспортные данные истца. Вместо паспортных данных можно указать ИНН, СНИЛС. Ну, в данном случае здесь паспортные данные. Указываем адрес места жительства истца, телефон. Указываем сведения об ответчике. Сведения об ответчике аналогичны по объему тем сведениям, которые мы указываем у истца. То есть точно так же это фамилия, имя, отчество, либо наименование, если юридическое лицо, адрес места нахождения, ИНН. Поскольку иные сведения у нас отсутствуют об ответчике, мы прямо указываем об этих обстоятельствах. Это также необходимо учитывать, потому что суд может оставить иск без движения на том основании, что в данном случае, поскольку это индивидуальный предприниматель, нами не указаны сведения о дате рождения и его месте рождения. Ну, чтобы этого избежать, потому что получить объективно мы их не можем, либо можем, но с большими сложностями, намного проще указать вот эту вот формулировку о том, что иные сведения об ответчике отсутствуют. Далее указываем цену иска, которая состоит у нас из требований о возврате денежных средств, уплаченных по договору, то есть то, что клиент заплатила, из суммы неустойки на день подачи иска и требований о взыскании убытков. Здесь нам надо быть внимательными, потому что требования о взыскании компенсации морального вреда, а также требования о взыскании суммы штрафа, они в цену иска не входят. Цена иска — это только то, что мы заплатили, то, какие убытки мы понесли, либо должны понести, и сумма неустойки. То есть именно те суммы, которые мы можем рассчитать и обосновать на момент подачи иска. Компенсация морального вреда рассчитывается судом, поэтому мы ее в цену иска включить не можем. Сумма штрафа зависит от взысканной суммы, которую также рассчитывает суд. Поэтому мы не можем забежать вперед и посчитать сумму штрафа, вложить ее в цену иска. Здесь тоже надо быть внимательными, потому что цена иска зависит от цены иска зависит подсудность. То есть либо это мировые суды, либо это городские суды. То есть городской суд, Сыктывкарский городской суд, это может быть Эжвинский районный суд города Сыктывкара, либо вот мировые суды, которые рассматривают дела именно по защите прав потребителей при цене иска до 100 тысяч рублей. Здесь же хочу обратить внимание, потому что есть еще одно обстоятельство, которое имеет значение для подачи дел по защите прав потребителей. Это госпошлина. В случае, если цена иска составляет менее 1 миллиона, госпошлина не оплачивается. Если же цена иска превышает 1 миллион, то госпошлина рассчитывается в той части, которая превышает как раз таки этот миллион. В большинстве своем у нас стоимость работ, услуг, товаров, они
миллион не превышают, поэтому госпошлину мы не платим. Соответственно, поскольку мы это заявление подаем в суд, мы пишем, что это исковое заявление. Опять же, можно не указывать, о чем оно. Можно просто обойтись фразой, что это исковое заявление. Можно написать именно то, что оно о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа. То есть это не обязательно. Можете указывать, можете не указывать. По содержанию мы уже посмотрели. Требования тоже мы рассмотрели. С требованиями надо быть очень внимательными, потому что они должны быть максимально четкими, подробными, обоснованными и соответствовать, в общем-то, положениям закона о защите прав потребителей. Далее мы указываем документы, которые прилагаем к иску. Вот в таком формате я оставил этот пункт. Объясню почему. Первый пункт — это копия документа, подтверждающего отправление иска с приложениями ответчику. Это очень важный момент. Опять же, это то, что у нас есть с осени 2019 года. Для подачи иска мы должны в адрес всех участвующих лиц, в данном случае в адрес ответчика, самостоятельно направить сам иск и предложение к нему и представить в суд доказательства о том, что мы эти документы ответчику отправили. Зачастую это копия почтовой квитанции, содержащая номер почтового отправления, по которому можно отследить движение письма. И далее второй пункт у меня указан как перечень документов. Здесь мы прикладываем все документы, которые имеют отношение к данному делу. То есть это заключенный договор, претензия, ответ на претензию, если он поступал, финансовые документы, подтверждающие несение расходов по оплате услуг по договору, по возникновению у вас убытков. То есть все то, что имеет значение для рассмотрения дела, для решения дела по существу и на что мы ссылаемся в самом иске. То есть, допустим, вот если мы указываем, что был заключен договор с такими-то реквизитами, значит, копию этого договора мы должны представить. И вот если мы указываем, что 18 января в адрес ответчика была направлена претензия, значит, мы должны копию этой претензии приложить к иску. Если мы указываем, что у нас несение убытков потребителям подтверждается распиской, соответственно, мы эту расписку также представляем суду. Ну и самое важное, не забываем иск подписать, потому что не подписанное заявление, оно не является таковым. Оно не является надлежащим поданным, но подлежит возвращению истцу. Далее мы коснемся следующего иска. Иск о расторжении договора. Это мы тоже рассматривали, когда обсуждали особенности защиты прав потребителей при заключении договора. То есть здесь мы касаемся права обмена и возврата товара, который нам не подошел, который у нас не был в эксплуатации, не подошел по цвету, размеру, габаритам
иным характеристикам, и мы хотим его вернуть. Указываем, в какой суд мы направляем иск, указываем цену иска. Опять же, поскольку цена иска превышает 100 тысяч рублей, у нас уже подача идет в Сыктывкарский городской суд. Указываем сведения об истце, то есть о лице, который подает иск, о нашем потребителе, фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, ИНН в данном случае, адрес места жительства. Указываем сведения об ответчике. Здесь проще, поскольку у нас ответчиком является юридическое лицо, ООшка, то мы указываем юридический адрес и ИНН. Данных сведений достаточно. Указываем, что это исковое заявление, о чем оно. Точно так же указываем на обстоятельства заключения договора. Указываем на способ его приобретения. В данном случае этот договор был куплен в кредит, о чем был оформлен кредитный договор. Ссылаемся на то, что при продаже товара не была представлена полная достоверная информация. Не обязательно на это ссылаться, но данное обстоятельство совершения сделки, совершения договора купли-продажи именно связаны в том числе и с этими нюансами. Далее делаем ссылку на то, что после приобретения товара у нас потребитель понял, что товар не подходит. Ссылаемся на то, что в эксплуатации товар не находился, товарный вид сохранен, заводская упаковка, потребительские свойства никоим образом не нарушены. Ссылаемся на то, что в адрес ответчика уже были направлены претензии. В данном случае было направлено 2 претензии. Указываем на то, что ответа на претензии не было получено. Здесь, опять же, факт направления претензий очень важен для данного дела, потому что на возврат товара надлежащего качества, не подошедшего нам, у нас есть 14 дней. Соответственно, мы должны соответствующую претензию направить не позднее этого срока, иначе наши требования могут быть судом оставлены без удовлетворения. Ссылка на 10-ю статью Закона о защите прав потребителей. Опять же, это общая статья, которая говорит о необходимости получения потребителям достоверных и полных сведений о товаре. Ссылка на 25-ю статью Закона о защите прав потребителей, именно которая позволяет нам обменять товар не подошедший. Ссылка на то, почему нам именно требуется возврат денег. Опять же, как мы уже этого касались, в случае, если нам товар не подошел, то мы можем его обменять на иной товар. И только в том случае, если иной товар отсутствует, мы имеем право на возврат денежных средств. Именно поэтому мы указываем, что иной товар у продавца отсутствует, который бы нам подошел. Поэтому требуем возврат денег в течение 3 дней с момента подачи заявления. Ссылка, опять же, на 15-ю статью Закона о защите прав потребителей в части взыскания компенсации морального вреда, поскольку мы уже дошли до суда. Ссылка на статью 13 Закона о защите прав потребителей. Это непосредственно взыскание штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Далее переходим к нашим требованиям. Опять же, вот здесь, как у нас указано, не обязательно перечислять какие-либо статьи, можно ограничиться фразой на основании вышеизложенного, запятая, прошу. То есть, вот эти сведения, они абсолютно не обязательны, их можно не указывать. Соответственно, мы просим расторжение договора купли-продажи, номер договора, что же мы по этому договору покупали, его стоимость, взыскание
уплаченных средств по договору, взыскание компенсации морального вреда, взыскание суммы штрафа. Перечень документов, дата, подпись, фамилия, имя, отчество. Ну и в завершении мы можем рассмотреть уже то, чем заканчиваются подобные дела. Это решение суда по одному из дел. Решение Кавказского городского суда, что у нас и заголовки, дата решения, какой суд вынес решение, с какими участниками, по какому делу. Далее суд у нас указывает обстоятельства обращения с иском. То есть в данном случае у нас расторжение договора купли-продажи телефона, взыскание денежных средств, оплаченных за телефон, взыскание убытков, неустоек, компенсация морального вреда. Суд указывает обстоятельства в кратком изложении. То есть вот то, какими мы видели наши иски, на явно не одну страницу, да, и вот то, что мы видим уже сейчас, это один абзац, краткая выжимка из нашего иска, то, что суд закладывает в решение. Далее обстоятельства, которые были у нас установлены в судебном заседании, кто явился, кто не явился, и то, что суд установил. То есть уже суд более подробно излагает те обстоятельства, которые имели место. То есть в данном случае это дата приобретения телефона, выявление недостатков в период гарантийного срока, обращение с заявлениями, повторное обращение в магазин с требованиями, ну и то, что требования потребителя удовлетворены не были добровольно. Далее суд у нас ссылается на требования закона, указывает, что такое технически сложный товар, ссылается в том числе на преамбулу Закона о защите прав потребителей, который у нас указывает, что такое существенный недостаток. Поскольку у нас имело место обращение по истечению гарантийного срока, но в пределах двухлетнего срока, бремя доказывания наличия недостатка лежало на потребителя. Поэтому потребитель обращалась до подачи претензий в магазин, в экспертную организацию для установления недостатка. Данная экспертная организация недостаток подтвердила. В судебном заседании ответчик заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы, о чем также имеется у нас указание в решении суда. И делается ссылка на заключение уже судебной экспертизы, которая также подтвердила наличие недостатка. Далее суд делает вывод о том, что в деле имеются доказательства о наличии в товаре существенного недостатка. Переходит непосредственно к обоснованию правомерности взыскания денежных средств, уплаченных за телефон. И вот нюанс, связанный именно с обращением в суд и с обращением в магазин по истечению гарантийного срока, но в пределах двухлетнего срока с момента покупки товара. У нас ответчик заявил в суд возражение относительно правомерности удовлетворения требований потребителя, потому что полагал, что потребитель обратился с требованиями
по истечению гарантийного срока, ну, то есть года в данном случае. Суд данный довод отклоняет, ссылаясь в том числе на нашу статью 19 Закона о защите прав потребителей, да, указывая о том, что в случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее 2 лет, и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 лет, потребитель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные статьей 18 Закона о защите прав потребителей. И опять же, в случае, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. То есть здесь имеется в виду, что недостатки должны быть производственными, а не возникшими по вине самого потребителя. Здесь у нас обоснование взыскания убытков, то есть стоимости экспертизы. Это общая статья 15 Гражданского кодекса, статья 13 Закона о защите прав потребителей. Вот, расходы на досудебную экспертизу подлежат взысканию в качестве убытков. Обоснование взыскания неустойки. То есть в данном случае суд неустойку взыскивает. Обоснование взыскания компенсации морального вреда. Опять же, здесь, как я уже говорил, суд у нас считает достаточным основанием для взыскания компенсации морального вреда установленный факт нарушения прав потребителей. То есть дополнительно доказывать ничего не надо. Взыскание суммы штрафа по 13 статье Закона о защите прав потребителей, да, то есть это штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. Штраф составляет половину всей взысканной суммы. Ну, момент связан с госпошлиной, поскольку у нас потребители освобождены от оплаты госпошлины, госпошлина взыскивается с ответчика уже в пользу бюджета. Ну и, соответственно, суд решил признать расторгнутым договор купли-продажи, взыскать, опять же, денежные средства в пользу потребителя, взыскать госпошлину. Ну и опять же у нас указание на то, что решение может быть обжаловано, куда оно может быть обжаловано, каким образом и в течение какого срока. То есть у нас на обжалование у нас дается месяц со дня изготовления решения в окончательной форме, ну, либо мотивированное решение. Да, ну и, соответственно, дата изготовления мотивированного решения, от которой идет исчисление срока на обжалование. В целом у нас вот таким образом выглядит решение суда по делу о защите прав потребителей. На этом полагаю, что все необходимые вопросы на сегодня мы рассмотрели. И можно завершить рассмотрение непосредственно составления процессуальных документов, составления документов претензионных и в том числе рассмотрение именно судебных актов по делам о защите прав потребителей.